решающий матч, тут легкой прогулки не будет. Они не знают труда, не знают, как наш спорт, не знают каждый день на тренировку, они вообще это не знают. Я ошибался там, тоже на третий гол, тоже является тоже на это поражение. Сол алдын ала сол айтпай ақ қояйын, былай болады деп. Бәрі Аллахтың қалауы ғой. Никита, можно фото? Главная цель это выиграть с Кайраты. В наше время без медиа никуда. Это нужно, я считаю, да? Это как бы развитие своего личного бренда. Могу сказать, что я последний рывок в карьере. Армысыздар, құрметті достар, құрметті футзал сүйер қауым. Бүгінгі біздің подкастымыз футзал жайында болады. Өздеріңіз жақсы білетіндей 14-не Қазақстан Нидерландпен іріктеу кезеңі аясындағы әлем чемпионатына ең маңызды ойынды ойнайды. Астана қаласына қабылдайды. Жекпе-жек сарайында Жақсылық Шүменгімов атындағы және Нұрсұлтан Құрман Қазақстан футзал қауымдастығы Спорт Плюс арналарынан сіздер бізді көріп отырсыздар. Бүгін біздің студиямыздың қонақтары Қазақстан ұлттық құрамасының жетекші ойыншылары Игита, Арнольд Кнауп және Дәурен Тұрсағұлов. Білесіздер, Дәурен мен Игита Қайрат футзал клубының ойыншылары, Арнольд Жетісу командасының ойыншылары. Қош келдіңіздер, добро пожаловать, рады вас видеть. Енді Игита ең үлкені, самый старший здесь Игита. Давайте начнем с Игиты. 14-го игра, главная игра этого сезона, можно сказать, для национальной сборной. В случае выигрыша, либо даже ничьи, но не будем про ничью говорить, только болельщики ждут победы. Мы проходим на чемпионат мира в городе Ташкент и Фергана в Узбекистане. Как идет подготовка, как настроение, что ожидаем от игры? Добрый день, спасибо, Нурсултан, за приглашение. Мы рады здесь быть сегодня на этом подкасте, чтобы говорить об футзале, об сборной, об нашей жизни, да, об футбольной жизни тоже. Наша подготовка идет, все по плану. Мы вчера тоже только прилетели и знали все планы до игры против Голландии. Ну, конечно, мы думаем только на победу. Первый очередь мы дома играем, мы хотим побеждать, первый для болельщиков. И второй, чтобы конкретно получить путевку на чемпионат мира в Ташкенте. Это все, что игрок хочет в жизни, это участвовать в самом высоком уровне, самый красивый чемпионат соревнования, который в нашем виде спорта есть. Это чемпионат мира, поэтому мы по-другому не ждем. Мы только на победу будем играть. И очень серьезно будем относиться к этому матчу. Да, хорошо, еще раз вернемся к этому вопросу. Арнольд, какие ожидания после внутреннего чемпионата? Да, Жетісу отдыхали, пропускали тур, да? Как идет подготовка, что ожидаешь сам? Да, Жетісу отдыхала, но я старался не отдыхать, потому что я знал то, что у меня предстоит матчи за сборную, очень ответственный, поэтому индивидуально готовился и предвкушал мысленно вот эти все эмоции. Поэтому мы будем играть только на победу, тем более при родных, так сказать, стенах болельщиков, поэтому других как бы предположений нет. Жақсы. Дәурен, жарақат жоқ қой, бәрі дұрыс, бәрі орында. Енді түсінеміз, Қайрат чемпиондар лигасында ойнады. Қайрат ішкі чемпионатта кеше Ақтөбеге қарсы енді жеңіл ойын болған жоқ. Содан кейін сенің қазіргі физикалық жағдайың қалай, ойынға деген бетбұрыс қалай? Барлығы жақсы. Қазір жарақатым жоқ. Бәрі жазылды, Аллаға шүкір. Рахмет. Жақсы. Мінекей қысқа нұсқа сөйлейді, Дәурен. Игита, для вас это третий чемпионат мира, да, как я понимаю, если будет, или четвертый? Да, третий чемпионат мира. Да, третий чемпионат мира. Какие эмоции? Да, это третий чемпионат. Многие говорят, что это как бы для карьеры футболиста, для вратаря, потому что игрок возрастной. Это последний чемпионат мира или не последний? Ну, думаю, что да. Чемпионат мира, думаю, что да. Да. Какие эмоции, когда услышишь, что это будет проходить в Ташкенте? Это наша соседская страна. Атмосфера та же будет, климат тот же, часовой пояс тот же, полная арена будет казахстанских болельщиков, да? Какие мысли были у тебя, когда первый раз об этом услышал? Ну да, третий раз. Дай бог будем играть чемпионат мира, дай бог будем получить четверг путевку.
Могу сказать, что каждый чемпионат мира мы ближе к этому трофею, да. 16 году мы проиграли 1-8 против Испании. Да. Ну, потом было 21 году мы проиграли полуфинал против Португалии. Ну, конечно, мы не будем думать, что мы будем чемпион. Нет. Первая цель — это выйти из группы. Это первая цель. И потом посмотрим потихоньку каждый матч для нас это как финал, не только для нас, для всех, которые участвуют в чемпионате мира, это как финал. Думаю, что и здесь рядом с Казахстаном наши соседи, наши друзья. И думаю, что сейчас мы за границей играем, очень много казахов приедет на игру. И тем более там в Ташкенте, я думаю, будет полная трибуна, только наши народы. И поэтому для меня будет и новые ощущения. И думаю, что чемпионат мира сначала уже это самое лучшее соревнование в наш спорт. И тем более рядом с домом, и наши болельщики на трибуне. Это, думаю, что это настроение, которое сейчас не могу сказать, только на поле мы так чувствуем. И поэтому мы хотим подарить, уже давно хотим подарить, да. Мы бороться уже почти 10 лет, чтобы подарить медали, подарить победу, потому что футзал в Казахстане стал очень популярный, и люди сейчас нас знают хорошо, и поэтому я думаю, что какие-то медали, если мы сможем подарить и наши народы с медали, это вообще будет классно. Хорошо. Арнольд, наша сборная, например, да, за рубежом играем. Да, у нас, когда дома принимаем, полные болельщики, да. За рубежом, да, есть какой-то сектор болельщиков, да. Как это влияет для игрока? Для нашей сборной, Игита, вот Арнольд, Даурен, Саганда, да, на выезде играть легче или дома все-таки легче играть? Ну, я скажу только по своим ощущениям, что дома немного сложнее играть, в плане, потому что большие ожидания возложены. Но это только в этом плане. Но в плане поддержки и ощущения то, что все близкие рядом и смотрят на тебя, это дает еще больше такой заряд эмоций и так сил, скажем. Поэтому, ну вот такое как бы разделение. Ойында бұйыртса Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза болады. Будет президент сам на игре. Сендер білесіңдер ме ол жайлы? Естідік. Өткен жолда үлкен футболға келген кезде, мысалы Ирландияға қарсы ойыннан кейін бірден Самародов, Зайнудинов тағы бергендерге ерен еңбек үшін деген орден, медаль берді. Бұл мотивация ма сен үшін? Именно сол медаль ма? Жалпы, иә. Білмеймін енді, бастысы біз енді маңыздысы ойын ғой, сол маңызды бізге. Ең бастысы. Жақсы. Кака сейчас вот чисто акцентированно тренирует сборную Казахстана, он не тренирует Кайрат, это понятно, да? Что мы ждем от игры против Марокко, против Нидерланд, Марокко, говорю, наверное, в будущем на чемпионате мира встретимся. Там играет тоже Марокко. Да, марокканцы, да. Что будут предпринимать против игры с Нидерландами, да? Какие у них минусы, какие плюсы, как идет подготовка тактического плана? Ну, это хорошо, что мы уже сыграли против Голландии. Могу сказать, уже у нас есть много информации, они тоже есть. Могу сказать, что Кака — это очень студиозный тренер, и он всегда какие-то новые вещи есть, чтобы передать. Думаю, что да, мы будем какие-то новые движения или какие-то стандарты, или как может быть мы будем оборона по-другому. Есть в этих матчах, которые решающие матчи, всегда мы должны сделать какие-то сюрпризы или какие-то неожиданные вещи, да. И поэтому думаю, что Кака приготовил очень хорошо сейчас подготовка. И тем более мы вместе играем уже давно. И что он скажет, я думаю, что мы будем быстро там разбираться. И поэтому, да, будет какие-то новые. Просто мы еще на поле не тренировались. Сегодня будет первая тренировка на поле. И поэтому сегодня будем знать, что новый будет. Арнольд, например, это спорткомплекс Джик-Пижик. Он такой специфический паркет. Многие говорят, да, он очень скользкий. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мяч не Adidas, а Select.
Ну, наверное, Адидасом будете играть, да? Да, кажется, Adidas. Да, ну вы в Нидерландах играли с Селектом, по-моему. Да. Вообще, какая разница между Адидасом и Селектом и нашим паркетом? Он как бы скользкий, тяжелый или, наоборот, нам удобно? И второй вопрос сразу же. Для национальной сборной не будут играть Тайнан и Эдсон. Насколько это вам будет влиять? Ну, начнем с паркета. Действительно, этот паркет, который в Жикпижеке, он быстрый. Да, ну, нужно немного, пару дней, так скажем, на адаптацию. Но в целом, я думаю, что мы привыкли играть на таких скоростях, поэтому это нам еще как-то добавляет, может быть, силы в игре. Вот, по поводу мяча, Adidas, Select, ну, тут выбор, предпочтения, ну, как бы у каждого свое. Ну, мне, конечно, по душе больше Adidas. Он, может быть, сильнее летит как-то, ну, такие ощущения складываются, когда ты бьешь по мячу. Ну, как бы мяч, он круглый, поле квадратное, поэтому это, ну, сильно не влияет на игру. По поводу того, что Эдсон и Тайнан, конечно, для нас это по составу потери. У нас, в принципе, левоногих футболистов немного в стране, поэтому Тайнан — это большая потеря, я считаю. Но, тем не менее, у нас команда уже, как и Гита упоминал, мы давно вместе играем, мы друг друга знаем, чувствуем, поэтому я думаю, что это скажется на результат, но не в полной мере, поэтому мы добьемся того, чего хотим. Селект, Адидас? Я сначала хотел играть в Селекте, потому что тяжело, так медленно, а потом я получу по лицу. И сейчас для меня легче Adidas. Пусть, может быть, летает ворота быстро, но не больно. Тайнан, Эдсондар жоқ. Адидас деп тұрсың. Адидас. Паркет жайлы не айтасың? Паркет өте жылдам. Саған ұнай ма керісінше сондай? Жоқ. Адидаспен ойнаған кезде ол өте жылдам, Селектпен ойнаған кезде ол нормально жүреді деп. Жақсы. Эдсон мен Тайнан болмайды деп жатырмыз. Неліктен? Жалпы саған қаншақты әсер етеді мысалы олар? Немесе саған Дуглас жеткілікті пас беріп тұрса столбқа? Білмеймін, Арнольд айтып кетті ол туралы бәрін. Вот скажите мне, Тайнан, когда вот против Румынии игры были, да, он как бы не в форме был, да, или у него была микротравма? Потом смотришь его, за Спортинг играет, там такие голы забивает. Два разных Тайнана. Да, он был травма. Он был травма, и после Румынии он пропускал против Азербайджана за этого, чтобы он попросил время, чтобы лечить свои травмы. Поэтому, когда есть травма, это неприятно, конечно. Может быть, ты хорошо играет тоже, не смог дать 100%, это тоже плохо. И, может, тоже он тоже не получилось в этот день тоже. Мы человек, и есть день, который не пойдет. И, может быть, я думаю, тоже травма мешал. Не могу сказать, что, почему он не очень хорошо играл, но могу сказать, он был в травме. Арнольд, например, сборная Казахстана, основной костяк — это игроки Кайрата. Ты играешь за Жетсу. У Жетсу другие там стандарты, другая тактика, другое видение, тренер другой, подходы. И состав же тот же другой, да, например. Для тебя как это влияет, например? Там другой класс, можно сказать. Конечно, влияет, потому что ты приезжаешь со сборной, в команду, да, не в обиду никому, это не секрет, что, немного есть перепады, да, как бы. Но, тем не менее, уже то, что я вызываюсь на постоянной основе, и то, что я уже много лет играю с ребятами, я просто знаю все стандарты, и я научился перестраиваться в этот момент, поэтому, все равно даже умея это делать, я приезжаю, и, может быть, где-то в каких-то аспектах я не готов, поэтому мне нужно несколько дней. Это все так всегда происходит. После сборной ты идешь в Жетсу, там, наверное, вообще по-другому, да? Конечно, конечно, да. Даже не то, что Жетсу, ты всегда как бы, да, вы говорите то, что команда костяк Кайра, да, они там привыкли на своем уровне тренироваться, соответственно, футболистов, а ты приходишь в свою команду, там, да, понятно, футболисты не как в Кайрате, но тоже хорошие футболисты, да. И, конечно, ты как бы играешь на этом уровне. Такой небольшой инсайт, да, можно от тебя. Есть такая информация, инсайт, что ты в Жетсу до Нового года, да? Да, до Нового года. А после Нового года куда собираешься? Пока это инсайд не могу сказать. Были в прошлом году слухи, что ты собирался там в Германию, какую-нибудь Бундеслигу, да, можно сказать. Но трансфер не состоялся, да? А после Нового года у тебя будет Западная Европа, либо такой ближние наши соседние страны? В этом году я рассчитываю остаться в Казахстане. Вот
это пусть будет главный инсайт. Я точно знаю, что это не Семей. Да, точно не Семей. Ну, скорее всего, это Кайрат? Ну, я думаю, что тоже нет. Торчила? Может быть. Ах ты, Дәурен. Он король в Каспе там. Каспий, да. Каспий ждет тебя сейчас. Я Каспий тоже нужен герой. жду. Дәурен, қазір Кака Қайраттың бапкері емес. Қазір Қайратта басқа бапкер, испандық бапкер. Оның жоспары мүлде бөлек. Ол басқа тактикада, дисциплина жағынан да, теория жағынан да мүлде басқа. Және бір мен түсінбей жүргенім, Альберт сияқты жігіттер алаңға көп шықпай жүр. Иә? Бұл қаншалықты сендерге әсер етіп жатыр? Әсіресе ертең мысалы сендер көп практика жоқ, ұлттық құрамаға қаншалықты әсер етеді бұл? Енді бәріне бірдей уақыт беріп жатыр деп ойлаймын енді. Беріп жатыр, иә. Бірақ бұрынғыдан гөрі аз. Бұрын енді біз көп ойнайтын болсақ, мысалы 30 минут, 20 минут ойнайтын болсақ, қазір оны 2 есе аз ойнап жүрік. Кішкене енді уверенностьті алады ол. Иә. Қиындау кішкене. Жалпы көңілінен шыға ма қазір Қайраттың бапкері? Қазіргі Қайраттың. Қазір енді ол кісі де жас қой. Игитадан да кішкентай. Енді младше вас, да, тренер Қайрата, да? Младше вас, да, получается? Да, на 6 месяцев. Ол да енді үйреніп жатыр да тоже опытпен. Енді адаптация деген секілді. Енді кеше мысалы чемпиондар лигасынан кейін қандай басшылық тараптан әңгіме айтылды? Енді элиталық раундтан кейін 4 финалға өте алмай қалдыңдар ғой. Не деді? Қалай болды? Бапкердің тағдыры не болады? Сендерге не айтылды? Басшылық па? Басшылық енді раздевалкаға кіріп айтты. Жас командамыз, енді келесі жыл мықты болып келеміз бұйырса. Ал тренерға не айтқанын білмеймін. Өздері сөйлескен. Жалпы Қайрат Айтмолдаұлы Оразбеков біздің осындай отандық футболшыларды көп шығар деп айта алмайды, бапкерге әлде айта ала ма? Айта алады. Айта алады. Бірақ біздің көзімізше айтпайды. Жеке айтпаса білмеймін, айта алады деп ойлаймын. Жақсы, Игорь, давайте поговорим сейчас о новом. Он младше, ну и я красивее. Ну да. 100%. Выглядит. Я думал, он старше всех, оказывается, нет. Испанец, молодой, в этом году начал тренировать Кайрат. Да, большие планы, ну как бы болельщики многого ждут от Кайрата, конечно, это финал 4, можно сказать, да. И по приходу тренера, говорят, много что поменялось после Кака, да. Кака это вообще другой тренер был, а нынешний тренер Кайрат это совсем другой. В чем разница и в чем плюсы этого тренера, да? И есть такой вопрос от многих болельщиков, что местные игроки мало получают практики. Вы согласны с этим? Ну, просто сказать разница тренера, да, есть. Это испанец тренер, он другой культура тоже. Ну, не только в спорте, это свои культуры есть, как относиться к людьми, он есть свой стиль и свой характер. Просто, ну, Кака был один, конечно, совсем другой. Не скажу, что лучше, хуже. А каждый есть свой стиль. По тактике, да, много поменялось. Немножко, ну, испанская школа, да. И для нас сначала первый месяц где-то так было немножко трудно. Тем более, что даже мы, бразильцы, похоже язык, и было трудно для нас, тем более для казахов было еще труднее. И, ну, про казахские ребята могу сказать, что да, можно дать больше играть, да. Просто он сейчас на последнее время, он это уже понял. И уже больше играет сейчас Турса, у Биржан, которые мало играли тоже до этого. И сейчас я думаю, что все это новое тоже для тренера. Поэтому люди надо это понимать, что должен время, чтобы адаптировать, узнать, где ты живешь, где ты работаешь, как культура, местная культура. Ему, конечно, трудно. Тем более, ну, для нас это трудно, которые уже здесь уже давно. Иногда есть какие-то вещи, ну, которые непонятны, ну, надо ну, адаптировать. И тем более его, это 4 месяца здесь, это очень мало для человека, который за границей никогда не был. И поэтому, ну, конечно, если сейчас, я думаю, он больше понимает культуру, казахская культура, больше понимает и казахский футзал. Думаю, сейчас он уже больше казахов поставил на поле.
надеюсь, что, не могу сказать, что он должен это играть. На тренировка должен заслужить тоже. А люди это не смотрят тоже. И поэтому тренер, он требуется. Если игрок не сможет выполнить там задачу, может быть, не играет. Если тоже такой. Просто надеюсь, что он будет адаптирован, уже немножко потихоньку уже адаптирован. И местный игрок, и думаю, что больше будет играть сейчас. Например, у него сейчас свои стандарты, своя тактика, свой подход, өзінің көзқарасы бар. Какада мүлдем бөлек. Раньше было удобно. Кака тренирует Кайрат, и оттуда готовый материал для сборной Казахстана. Сейчас все по-другому. У Кака другой взгляд, другое видение, у Марлона другое видение, да, например. Насколько это влияет для сборной? Насколько вы быстро, Думаю, для Кайрата это хорошо. Это сейчас деление. Думаю, что для Кайрата, именно для Кайрата это хорошо, потому что раньше Кака, это главный тренер Кайрата, главный тренер сборной. Он немножко, когда играет за сборную 15-20 дней, немножко отпускает Кайрат. Там кто остается нехороший уровень тренировка. Я думаю, для Кайрата это хорошо. А для нас сейчас не чувствуем, потому что уже давно с Кака играем. Работаем с Кака уже давно. Думаю, что сейчас только плюс для всех. Теперь Кака сейчас фокусировал в сборной, это тоже хорошо. Он приходит голодный, очень хочет работать, это тоже хорошо. И Кайрат тоже не падает и уровень тренировка. Поэтому это плюс обе стороны. Арнольд, какие сейчас условия для национальной сборной сравнительно с прошлыми годами, да? Сейчас у вас, я слышал, я тоже как представитель Ассоциации футзала Казахстана, да? Все ли вас устраивает, все ли хорошо, или есть какие-нибудь замечания? С какими годами? 7 лет назад? Да. Конечно, все изменилось. Максимально для нас, в принципе, делают все, чтобы мы не думали ни о чем, а думали только и сфокусированы были на футзале. Поэтому насчет этого, лично у меня претензий нет. В тренерском штабе были некоторые изменения, да? Да. Вместо кайратовских пришли с клуба семей. Есть разница? Разница в привычке, да, и то, как люди между собой взаимодействуют, в принципе, да, какой подход, потому что все, в принципе, люди-индивиды, да, и они разные. Например, у тренера по физподготовке такой, там, да, план, у другого такой, поэтому тут дело, кому что больше нравится. Но, в принципе, мы к матчам подходим всегда в оптимальной форме, поэтому, тогда разницы нет, получается. Дәурен, сен не айтасың осы жайлы? Мысалы, қазіргі таңда барлық жағдайлар жасалған ба? Тек футзал ойнау үшін, тек жеңістерге жету үшін, әлде кейде бір дүниелер кері әсерін тигізе ме мысалы ойнауға? Жоқ, бәрі жақсы деп ойлаймын. Рахмет айтамын. Тек ойынды ғана ойлаймыз біз. Сол тренерский штаб жайлы айтатын болсақ, енді кішкене өзгерістер болды. Бұрыннан біз 5-6 жыл бір нәрсені жасап келаттық та уже. Қазір кішкене өзгерістер болғаннан кейін тоже нормально деп ойлаймын, қатты ондай проблема емес. Жақсы. Енді өзіңе байланысты, қазір Семейде футзал клубы ашылды, футзал дамып жатыр. Аренасы бар, бапкер, 3 жылдық стратегиясы бар, Саған Семейден шақырту келді ма? Иә, келді. Түбінде Семейге бару ойыңда бар ма? Әлде Қайраттың аңызы ретінде мансабыңды Қайратта аяқтағың келе ма? Сол алдын ала айтпай қоймын, былай болады деп. Бәрі Аллахтың қалауы ғой. Неше түрлі болуы мүмкін де, аяқ асты, содан кейін уже көре жатамыз бұйырса. Бірақ қазіргі таңда Қайраттағы айлығың, жасалып жатқан жағдай бәрі көңіліңнен шығады. Иә. Бірақ Семейге тартып тұрады дейсің. Жақсы. Біржан Оразов екеуің егіз сияқтысында бір жерден келгесінде бірге жүресіңдер, Біржан көп сұхбат береді, әлеуметтік желіде өте қатты белсенді. Саған айтпай ма, осы медиа жағын қолға ал, ертең саған да медиа жағын дамыту керек деген сияқты. Сен де көп сұхбат бер, көп сөйле демей ма? Айтады. Сен қандай шешімдер қабылдап жатсың? Мен шамам келгенше сөйлеп отырмын, барып. Дұрыс, сол үшін көп жерлерде ұяламын. Бүгін сол сен шақырып отқанымыз сол, кішкене сөйлегенін естейікші деп. Жалпы анау Қайратқа оралайық. Игитаға да саған да бір сұрақтан бар. Артынша ұлттық құрама жайлы сөйлесеміз. Чемпиондар лигасы. Бенфиканы сендер
осыдан бірнеше ай бұрын оқу жаттығу жиын алдында Португалияда жеңгенсіңдер. Иә, түсінікті, ол кезде жағдай басқа, физикалық дайындық басқа. Бұл жолы не жетпей қалды? Психология ма әлде сәтсіздік орын алды ма? Бәрі керемет болды ғой, мысалы бірінші ойынды жеңдіңдер, екінші ойынды жеңдіңдер. Неге Бенфикаға келген кезде бұл мүмкін психологиялық барьер ма, бұл не болып қалды? Не жетпей қалды деп ойлайсыңдар? Қақпашыдан өзім сұраймын кейін. Сол енді бірінші ойын Приштинамен ойнадық, оны ұттық. Содан екінші ойын Бенфикамен ойын болды. Енді сол голдар өзімізден кетті, қателіктер өзімізден кетті. Содан кейін моменттеріміз болды, соны салмадық. Және олар енді жай команда емес, мықты команда. Олардың защитасы мықты болды, защитада жақсы ойнады. Көп моменттер бермеді бізге. Соның арқасында ұтты деп ойлаймын олар. Олар да енді жай команда емес қой, содан. Қатты өкініш болды ма сенде? Менде ма? Иә. Иә, осы жолы қатты финал 4-қа шыққымыз келді. Настройымыз жақсы болды. Жақсы. Игита, вот Лига чемпионов. Да, первая, третья игра вы на классе выиграли. Это хорошая игра была. Игра против Бенфики. Там много чего было, болельщики, да, вот с твою сторону был хейт большой. Ну, много было кто поддержал тебя, да? Что не хватило на игре против Бенфики? Да, про судейство можно отдельно поговорить, да? Ну, как команда, почему эта машина не завелась на этой игре? Это игры против Бенфика, ну, можно сказать, это как финал, да, можно сказать. Кто меньше ошибется, ну, выиграет. У нас был шанс тоже. Могу сказать, что в обороне мы хорошо играли. Они мало моментов были за счет нашей обороны, очень плотные, очень хорошие. Конечно, я ошибался там, тоже на третий гол, тоже является тоже на это поражение. Но мы почти 30 минут не забили гол против этого. После этого мы забили гол только на последние 3,5 минут. Смогли пораньше тоже, меня спасает. Но думаю, что это матч, который всегда решающий матч. Такой, знаешь, напряженный матч, мало моментов. Поэтому это уровни, очень много информации есть, очень много дисциплинированного игрока, который сделает, что тренер хочет. И поэтому думаю, что в нашу сторону было больше моментов, чем у Бенфика. Ну, не так и много. Они тоже. Поэтому был немножко напряженный матч. Никто не хотел там проиграть. Есть и такой. Поэтому думаю, что поражение, победа можно в любой сторону спокойно отдать. Но тоже не могу говорить, что мы заслужили выиграть. Они тоже заслужили. Они хорошо играли тоже. Они отказались иногда от своей игры, чтобы больше играть в оборону. И поэтому думаю, что это матч, кто меньше ошибется, ну, выиграет. Тебе эмоций не хватило на этой игре или ты перегорел? Нет, эмоция была. Вообще очень хотел выиграть, очень хотел побеждать. Ну, могу сказать, что я опытный игрок, я единственный момент, который у меня есть волнение, это в Лиге чемпионов, чемпионат мира, чемпионат Европы. Ну, могу сказать, что там у меня было вообще очень большое желание, чтобы играть и побеждать. Ну, конечно, есть ошибка судей, есть им личная ошибка, есть и команда, которая не реализовали свой момент, поэтому если просто поставь в одну пакет, это много вещей, которые являются на поражение, да. И поэтому, да, было трудно, Бенфика выиграл. Теперь эта ошибка лично, могу сказать, болит, до сих пор болит. Сейчас меньше, конечно, время прошло и так. Сейчас только о национальной сборной надо думать, да. И теперь, болит, и что мы должны сделать? Должен работать. Выиграть чемпионат сначала. Если мы хотим играть в Лигу чемпионов, мы должны минимум финал играть в чемпионат Казахстана. Поэтому мы должны думать сейчас за сборную, с чемпионатом мира, и потом думать, что он выиграет чемпионат Казахстана, чтобы снова играть в Лигу чемпионов и смогли выиграть свой соперник, главный соперник. Так, ну да, много было кто поддерживал, это вот бальзам на душу тебе, это понятно. В том числе и я был, как в сторисе поддержал, лично тебе написал, да? Много таких было. Ты первый раз столкнулся с таким кибербуллингом? Да. Первый раз. И как ты как бы справился с этим?
Кто тебя поддерживал? Рядом семья? Так, первый раз сейчас, например, 3-4 года назад это не было, да, такие хейтеры, так. А теперь и сейчас просто там не здоровался один человек, и уже будет там хейтеры там в Инстаграм. И, конечно, я просто смотрю какие-то сообщения, смотрю, да, ответил один, ответил другой. Могу сказать, что я ответил спокойно. Потому что хейтер есть, конечно. Просто большинство процентов этих людей, которые так пишут, они не знают труда, не знают, как наш спорт, не знают каждый день на тренировку, они вообще это не знают. И поэтому думаю, что не эти ребята меня сделали там грустные, а именно я грустный был за что-то ошибка. Потому что я смотрю, наши ребята в раздевалке, это мне болит, потому что они очень грустные, они хотели финал 4. И эта ошибка, конечно, мешала тоже. И поэтому мне это боль. Смотрю ребята, которые каждый день пахают на тренировках. И они очень сильно хотели попасть в финал 4 и не смогли. И поэтому это мне боль, это мне болит. И тем более я возрастней. И не знаю, какой шанс еще будет. Следующий год можно, да, ладно, есть. А каждый год это меньше шансы, чтобы попасть в финал 4 и быть чемпионом Европы, да. Игита, у тебя контракт с Кайратом заканчивается в июне месяце, да? Есть предложение от Кайрата, и хочешь ли ты остаться в Кайрате? Конечно, я хочу. И играть за Кайрат в финале 4. Да, это цель, главная цель это выиграть с Кайрата. Минимум еще один раз. Все, тему закрыли тогда. Игита остается в Кайрате, чтобы лишних вопросов не было, а то много стало вопросов. Да. Просто, Кайрат уже, он лично мне сказал, что хочет продлить контракт, просто мы еще не говорили об этом, об цифрах, об сроке, мы ничего не говорили об этом. Он говорил, что хочет, я тоже хочу, и посмотрим, конечно. Я хочу здесь жить, продолжать жить, семья нравится, дочка нравится, моя жена нравится жить в Казахстан. Мы очень привыкли к стране, и здесь вообще для нас это как Бразилия сейчас. Могу сказать, это через года я улетаю в Бразилию, и потом не улетаю. Я 2 года здесь подряд, 3 года. Потом после 3 года я поеду в Бразилию, потому что здесь мне комфортно и люблю здесь жить. Поэтому, посмотрим. И думаю, что будет хороший разговор, и остается. Да, Кайрат. И ты, как я заметил, у нас в федерации КК проводит обучение для тренеров категории УЕФА-Б. И ты тоже там принимаешь участие. Как можно это понять? Ты хочешь в дальнейшем быть в составе тренерского штаба сборной Казахстана, либо Кайрат? Тренером видишь себя, да, в будущем? Я шучу с ребятами постоянно. Главный, да? Просто футзал — это хороший вид спорта, эмоций много. Конечно, дает комфорт, стабильный. Когда играет на высоком уровне, тебе дает стабильный по финансам, пока играет. А не как большой футбол. Ты пару года играл, и пару лет играл, и все уже богат, и можно инвестиции сделать, и потом спокойно можно ничего не сделать, и за счет инвестиций, за счет это можно жить. А футзал, когда закончит, ты должен продолжать работать. Я готовлю, конечно, я уже сделал курсы, менеджер, сейчас тренер. Что мне дает, я буду готов, и поэтому неважно в какой функции, важно, первое, это моя семья, которая меня должен кормить, и мне должен это еще работает. И второй, что я сделал всю жизнь, я только играл, я только в спорт. А после карьеры мне надо продолжать в спорт. И поэтому, да, я готовлю, и думаю, что после карьеры, что мне дает, я буду ответить. Жақсы, Арнольд, в этом году карагандинского клуба высшей лиги не было, но многие ждали, что с Караганды будет клуб. В этом году стартует первая лига 18 декабря, там целых 3 команды. Что скажешь по карагандинский футзал? Да, она раньше гремела, она была главным конкурентом Кайрата, сам Игита оттуда вышел, там играл, да. Кудесники, это фабрика для национальной сборной была, много игроков, сейчас в тренерском карьере, да, продолжает. И развитие, популяризация футзала, да, как идет вообще, что надо делать? Потому что смотрим сейчас, уже Европа научилась играть в футзал, а мы на какой стадии?
Нам какую сторону надо развиваться, что надо делать? Твои мысли. Ну, если по поводу Караганды, то, в принципе, я считаю то, что сильнее чемпионата области, да, вот этого, чем Караганда, ну, может быть, соперники только Астана. Но и то в Астане многие ребята с Караганды едут играть. Поэтому, да, она действительно как фабрика футзала. Все прошли через школу Тулпара. До этого еще некоторые команды были, ну, соответственно, они закрылись уже, но тем не менее, да, все продолжают играть, всем нравится этот вид спорта. По поводу популяризации можно много размышлять, можно много говорить. Я могу это сказать, да, ну, как бы это не моя работа, я как бы свои мысли поделиться. Да, подкаст для этого собрались, да. Со следующего года у каждого клуба должен быть обязательно участника высшей лиги команда Ю-17. Она тоже как команда главная будет играть везде. Такие ходы есть сейчас, Ю-13, Ю-15, вот КК тоже, да, за это взялся, развиваются, да, все. Что еще надо? Вот мы как-то с Игитой обсуждали, и он рассказывал мне, как у них в Бразилии происходит, да, начинается, да, вот по возрастам, то есть, например, тебе 10 лет, ты играешь и в футзал, и в большой футбол. Если бы у нас было бы это, и поэтапно в каждый клуб большого футбола внедрить при их финансовых возможностях, да, потому что футзал, он немного денег, да, как бы, тем более для детской школы, как бы, ну, вы сами понимаете, то, что там затраты небольшие, но тем не менее это даст очень большой толчок как и в футзале, так и в большом футболе. Поэтому я считаю, что, ну, это вопрос такой глобальный, к нему нужно подходить со всех сторон, потому что сейчас в наше время и медиа очень важную роль играет, да. Поэтому тут как бы... Ну, что ты скажешь, вот камера есть, они будут это смотреть, потому что это все, это интервью в 3 ресурсах будут показывать на всех пабликах, да, для местного управления Карагандинской области. Когда будет команда, что ты хочешь им сказать? Должна ли Караганда в лидирующих местах за чемпионство бороться? Я считаю то, что... Есть же возможность? Не, возможность-то есть, да, и школы есть. Сейчас, раньше, например, школа Тулпара была только, да, сейчас есть и Аманат, если я не ошибаюсь, и Скаут, там, и еще несколько, да, которых, ну, я название не помню, но не суть, да. Просто тогда, когда вот это поколение было тулпарское, с кем еще Игита играл, да, они ездили, например, на молодежные чемпионаты, да, взять и Синаманов, Нургожин, там, другие ребята, Довгань, там, и так далее, да. И они, конечно, достигли того уровня. А сейчас подпитки просто нет, потому что нет первой команды в Караганде, на кого равняться. Раньше я приходил и смотрел на Игиту, он там на воротах, к примеру, да, был, ну, я не вратарь. Да. Я там смотрел на бразильцев других, там, ну, на кого равняться. Даже вот мой тренер сейчас, Биро Жаде, в 2005 году он там играл, и я пришел, смотрю, кто такой. И, ну, я хотел похожим быть на них, поэтому... А сейчас детям на кого равняться в Караганде? Они смотрят, ну, в сторону Кайрата, да. Но это далеко. Нужно это визуально, я считаю, смотреть. Поэтому перспективы большие. Дети также продолжают заниматься футзалом, да, но нужно просто как бы создать действительно команду. Пусть она будет из того, кто есть. И также в этих ребят вкладывать, к примеру, взять команду там 19, вот, которая будет в первой лиге, да, там молодые ребята будут. В них нужно вкладывать, их нужно повозить, чтобы они поиграли на международных уровнях. Опытный тренер, да. И тогда будет и уже другим детям молодым на кого равняться. Вот один из примеров, кто много турниров участвовал, это Даурен Турсагулов. Даурен, он и на универсиаде вы еще играли. Мы против друг друга играли сколько времени, да? Он за Кайрат играл молодежный, да? А мы Тулпаром, правда, всех выигрывали. Вот Даурен, айтшы, мысалы, сен бір арнайы академиядан өтпегенсің, сен мысалы Аягөзде ойнадыңдар, белгілі бір ол жақта бір система болған жоқ қой, жүйе. Сендер мысалы келдіңдер, Энерго колледжде ойнадыңдар, сол жақта әуесқой деңгейде ойнап жүрдіңдер, артынша жетісу деген сияқты ары қарай кетті. Бұл бір арнайы жүйе емес. Бұл сен жеке тума талантының арқасында шыққан сияқтысың, менің ойымша. Ары қарай кака сені пісіріп алып кетті, да? Бізге не істеу керек? Сендер сияқты сен, мысалы Оразовтар, Арнольдтар шығу үшін. Ертең ұлттық құрамаға тек сендер сияқты балалар ойнау үшін не істеу керек? Он Арнольд айтып кетті ғой бәрін. Сен жеке ойың жоқ па? Мен Арнольдқа қосыламын. Дұрыс, енді ол да керек дүние, өйткені біз сендерді күткіміз келеді, мысалы. Сендерге айтпақшы, саған шетелден шақырту келген жоқ па? Шетелден жоқ. Жоқ, иә? Россиядан тек. Тек болды. Бармадың, өйткені осы жақта қалғың келеді. Жақсы. Арендаға шақырған. Қай клуб? Қай клуб? Көп клубтар. Бірақ өзің барғың келмеді.
Арендаға жоқ бармаймын. Испанияға шақырса барасың ба? Испанияға білмеймін. Тіл білесің ба? Қандай? Ағылшынша? Жоқ. Түсінікті. Болашақта енді меңгеру керек деп ойлаймын. Шақырса үйреніп аламыз ғой. Я могу сказать про Тупар тоже. Вещи, которые помог, это поколение, которое играло за сборной. Я помню, когда я пришел в Тупар, там было видео 2-3 раза в неделю. Я в залате там показал, как играл раньше, матчи, там показал там вся информация. Я смотрел там Даурен, Нургожин, Саня Довга, Першин, а все играли чемпионат Казахстана с 17 лет, 18 лет. И поэтому думаю, что тоже важно. Если, например, в Тупар есть хорошая школа, они можно брать этих молодых и поставить их, чтобы играть чемпионат Казахстана со 17 лет, даже за 16 лет. Они будут набирать опыт, будет и проиграть, будет, это 100%. Но они будут набирать опыт, и как и это поколение, которое очень хорошо играли, столько игроки оттуда пришли и играли за сборную, создали очень много интереса на матче против Кайрат. И поэтому, не надо там, когда 20-22 года. Надо, когда 17 лет поставь играет, и чтобы набирать опыт. И они, когда 20 лет, они уже будут минимум 2-3 раза играть чемпионат Казахстана, и будет столько опыта уже набирает. Поэтому тоже хорошие вещи. Потому что в Тупаре есть хорошая школа, много детей там занимаются, и занимаются на хорошем уровне. Они есть свои стили, как, например, как Весенара, да. Весенара там в России, они только местные играют, они недавно был чемпион России, был уже чемпион Европы, только местные ребята, потому что они дают молодые играть. И поэтому думаю, что это хорошие вещи, которые можно подумать. Не играйте Ю-17 только, а эти ребята, которые играют Ю-17, Ю-19, может играть чемпионат Казахстан и будет набирать опыт. Игита, индивидуально тебе вопрос. Многие дают ответы разные, да? Я хочу от тебя это услышать. Подключение 5-го игрока, тебя, как вратаря. Сейчас уже есть антиход для этого? Либо как? Либо тебя сейчас неправильно используют, как 5-го игрока. Раньше много голов забивал, дальние удары были. Почему таких ударов мало стало и голов, да? Либо соперники уже научились обороняться под это? Как думаешь? Да, конечно. Они начинают уже учиться, как и обороняться этих ситуаций. Думаю, что тоже зависимость, конечно, вратарь там подключает и помогает. Зависимо тоже, как и игроки тоже играют. И сейчас стало тяжело для всех, не только для вратаря, для всех игроков тоже. А поэтому все тренеры умеют считать такой ситуации. А все равно это угроза. Думаю, что, да, хорошо, стал тяжело, но все равно мы сделаем угрозу. И футзал угроза это тоже, это самая лучшая оборона, это атака, можно сказать. И поэтому, конечно, информация больше. Футзал сейчас очень динамический, все есть информация, все тренеры сейчас учатся. И поэтому стал тяжело, конечно, для всех. И все равно это угроза. Можно добавлю просто против любого противоядия, которое ищут против, например, Игиты, да? Всегда можно в атаке так перестроиться, что оно уже не будет работать. И это, реально работает так по щелчку пальца. Поэтому очень тяжело, если честно. Вот он правильно говорит, все равно угроза, как ни крути. Школа вратарей в Казахстане. После тебя есть реально достойная замена? Такой крик души, да? Думаю, есть. И у нас в Казахстане, тем более сейчас молодые, есть. Кого бы ты отметил? Могу сказать, Канат сейчас Ахтубе. В Ахтубе, Нарун с нами тоже играет. И Нарун для меня это самый технический вратарь, который есть в Казахстане. Конечно, я много играю тоже, и у него практика мало в игре. И Денис появился, да, еще? Да, я вижу, что сейчас новое поколение вратарей, которое от 18 до 22 года есть. Думаю, что будет и очень хорошая конкуренция.
Ну, через пару лет уже будет, и мы будем смотреть в сборной хорошая конкуренция на ворота. Поэтому, ну, конечно, это много голов пропускает, когда ты играешь в слабой команде, все думают, да, это плохо. Нет, наоборот, это тоже иногда. Потому что когда молодой играет много, он будет и набирает опыт. А есть вратарь, который Атырау, молодой тоже, я забыл, как зовут его. Есть тоже, сейчас здесь в Астане есть тоже молодой, хороший. Нарун, есть Канат. И здесь уже я быстро говорю 4 вратаря, на мой взгляд, которые есть хорошее будущее. А еще есть там в Актюбе, в Астане другой тоже левша. Андрей Голубнич. Тоже, да, молодой. Думаю, да, перспективно хороший есть. А будет, высокий уровень вратаря, это уже другой, а перспективнее есть. И, Арнольд, не знаю, как за прошлый сезон, да, но в этом году все команды начали развивать свои медиаресурсы. Там флеш-интервью начали появляться, рилсы, активность в сторисах, интервью побольше, да, побольше освещать о команде, да. Да, единый канал для трансляции, да, ждем HD формата, ждем 5 камер, да, это на следующий сезон, дай бог, к этому все идет, да. И игроки медийно, индивидуально начали развиваться, в том числе и ты, вот, Игита амбассадор, ты тоже амбассадор, в дальнейшем, думаю, и Даурен будет каким-то амбассадором, да. Что дает это для игрока? Это очень важно, да, для игрока и для клуба, медиаразвитие. Как я вот ранее упоминал, то, что действительно в наше время без медиа никуда, поэтому это, это нужно, я считаю, да, это как бы развитие своего личного бренда, в принципе, да. Ну, и, в принципе, для клуба это тоже... Инвестиции этого, да, и узнаваемость, да, больше. И мы как бы хотим, чтобы наш вид спорта, у меня так в душе, например, да, чтобы развить футзал в Казахстане максимально, потому что вот Игита говорил, да, предыдущее поколение там вот, да, которые, Чина до сих пор, да, играет из этого поколения. Там Игита тоже застал это, он с того тоже, я считаю, поколения, да, он может чуть даже старше. И это те люди, там, Димаш, Серик, да, которые дали толчок большой развитию футзала Казахстана. А уже мы, например, там, Даурен, Быржан, я, да, Альберт, там еще ребята должны это подхватить и дальше как бы, да, уже это развивать, и включая медиа в том числе. Медиа. Медиа очень важно для футзала. Да, конечно. Мы знаем, что футзал независимый, просто там кто приходит и деньги дает и строит команду, нет, тоже нужно спонсор, это очень важно, и чтобы спонсор подключить контакт со спонсором, это должен показать какие-то планы, какие-то резюме, и медиа это самая главная вещь в этом пункте. И последняя минута у нас, да, это первая часть подкаста для первого раза, это, думаю, хороший получился у нас разговор, много можно было задавать, но просто время не резиновое, да, и у вас тоже не хочется отнимать время. Даурен, ертең Нидерландқа қарсы ойнаймыз, сен үшін бұл нешінші әлем чемпионаты егер жолдама алсақ, екінші ма? Екінші. Қазақ еліне, Қазақстанға біз қашан жүлде сыйлаймыз, және қазақ жанкүйерлеріне қазір не айтасың, көріп отырған, ертең 14 ойынды тамашалайтын, жалпы. Сол барлығы айтып жатыр да, сол Ташкентте көрсеміз, чемпионат мираға келеміз деп те. Бірақ біз әлі бірінші орынмен тұрмыз да, бірақ әлі шықпадық. Сондықтан біздің ойымыздың бәрі осы алдағы ойында ғана, әлі чемпионат мираны ойлап тұрған жоқпыз. Ең басты ойынымыз өміріміздегі. Сол осы ойынды ойлап тұрмыз. Соны ұтуға тырысамыз бұйырса. И содан кейін барып уже әлем чемпионатын ойлауға болады. Казахстан, Нидерланд. Главная игра уходящего года для национальной сборной, для болельщиков. Что скажешь, Арнольд? Мы уже настраиваемся, да. Мы вчера приехали, и у меня уже внутри такие ощущения, что реально нужно сейчас показать, да. Решающий матч, тут легкой прогулки не будет. По поводу того, что болельщиков, мы ожидаем ажиотаж, чтобы были полные трибуны, гнали нас. Потому что всегда приятно в такой атмосфере играть. Солд-аут, билетов нет уже. Солд-аут, да. Поэтому будем играть на победу, дадим максимально от себя эмоций, силы, мощи, все, что у нас есть, и я думаю, результат будет за нами. Игита, возможно, я ошибаюсь, но это мое чувство, что ты вот все свои последние силы, не последние, а вот реально в этом году, и все эмоции, да, ты вот оставляешь на Ташкент. Я думаю, что в Ташкенте Игита вот это вот
ты сыграешь самый свой лучший чемпионат мира в жизни. Мне так кажется. Или я ошибаюсь? И что ты скажешь для болельщиков, для зрителей, для любителей футзала казахстанского? Да, конечно, я очень хочу. Я жду с нетерпением эта путевка. И, потому что это очень приятная игра этих соревнований. Вообще приятно. Могу сказать, что я в последний рывок в карьере. Могу сказать, что 3 лет могу играть и спокойно, со силой. Я не хочу играть без силы, нет. За счет имя вообще не пойдет. Я не люблю это делать, поэтому думаю, что 3 года могу поиграть спокойно. Значит, на Евро тебя увидим тоже, да? Дай бог, там будет заканчивать карьера, будет, например, с золотой медаль, будет вообще круто. Это хорошая история будет. Но для болельщиков я прошу, чтобы приходить, поддерживать, толкать нам на победу. И я всегда вспоминаю день, который мы проиграли здесь против Узбекистана. И болельщики вообще до конца с нами были. И вообще приятно было, потому что на победу и на поражение мы вместе. И сборная Казахстана сейчас стала вообще страсть, да, для всех. И поэтому я вообще по-другому не жду. И поэтому думаю, что болельщики приходят. Даже я не буду попросить больше. Я знаю, что они приходят. И скандируют Игита. Это приятно, вообще приятно, конечно, приятно. И когда так кричат, это вообще... Хочу тоже кричать с игроками, чтобы на эта волна тоже идти, да. Поэтому, да. Приходите, и Игита тоже кричает. Игита, а не Никита. Были такие, да, Никита. Много. Никита, можно фото? Тоже есть много. Тоже хочу поблагодарить, потому что, когда играем дома, это всегда шоу. Поэтому, думаю, четверки будет шоу на трибуна. Четверг, достар, үлкен шоу болады. Ойынға ертерек келіңіздер. Жарты сағат 40 минут алдын заранее приезжайте, за 30-40 минут, потому что будет в начале шоу лазерное, артынша ерте жауып тастайды, өйткені президент келеді, соның барлығына дайындалыңыздар, команданың жаттығуынан бастап қолдау білдіріңіздер, тек үндемей отырмай емес. Енді өйткені көптеген фан движениялар бар, олар да дайындалып жатыр, перформанс дайындалып жатыр, көк туымыз желбірейін деп жатыр, сондықтан ертерек келіңіздер, билеті бар жандар. Ал Қазспорт телеарнасынан көретіндер көгілдір экран алдына ертерек жайғасыңыздар. Жігіттер, сіздерге көп рахмет. Ребята, вам большое спасибо. Мы верим, мы ждем, мы любим футзал. И весь народ ждет. Вся нация вот прям ждет от нас героических поступков. Да, национальная сборная большого футбола на март оставила, да, а мы должны уже в декабре решить и получить путевку на чемпионат мира. Это главная наша надежда за этот год. Игита, мы действительно тебя очень сильно уважаем, сильно любим. Да, это вопросы были, которые должны были мы задать. И знай, что все болельщики любят тебя. Это мы поддерживаем всегда. Игитаны үнемі қолдап жүріңіздер. Әрбір жігітті, Арнольдты да, Дәуренді де. Өйткені бұлардан басқа бізде ешқандай ұлттық құрама жоқ. Кроме них, у нас нету других сборных. Других футзалистов. Вот они делают историю, мы должны за эту историю топить, болеть. Правильно? И удачи. Барлығымыз 14 желтоқсан әлем чемпионатына бірге қол жеткізейік. Біздің арнаға жалғызыңыздар, пікір қалдырыңыздар, ой бөлсіңіздер. Спасибо. Рахмет.